Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Зачем вы опять встретились? Зачем он опять появился? Если тема для вас актуальна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сразу тут ответ нам идет. Эта встреча, это судьба. Да. Вам по судьбе было с этим человеком опять встретиться. Ему по судьбе было вернуться в вашу жизнь. Вам было по судьбе его в своей жизни снова увидеть, повстречать. У вас вообще очень кармическая отсыпка вышла. Здесь очень много знаков высшего суда, высшей справедливости, кармы. Привязки. Здесь очень много привязок. Но давайте начнем по порядку. Начнем с мужчины. Мужчина очень нестабильный здесь вышел. Мужчина, который склонен к саморазрушению. Он разрушает себя, разрушает все вокруг. Очень негативно влияет на тех, кто его любит, кого любит он. То ли он носитель какой-то жесткой кармы, да, такое иногда бывает. То ли он попорченный человек, да, кто-то его там поглазил, проклял, порчу на него навел, либо сделал неудачный приворот. Вот знаете, к чему не прикоснется, все вот как прахом идет. Даже если ему удается чего-то добиться, каких-то вершин добиться, дойти до каких-то вершин, он все это теряет. Вот все прожигает, вот как песок сквозь пальцы у него уходит. Здесь, конечно, я бы советовала детально рассмотреть, да, вот индивидуально, что конкретно не так с этим человеком. Ведь зная истинную причину, можно найти средства, да, чтобы облегчить его ситуацию, либо вылечить этого человека. Да, возможно, просто нужен хороший психолог, который поможет ему, как говорится, мозги вправить. Мужчина мне не очень нравится. Мне не нравится его энергетика, мне не нравится его посыл. И мне не нравится то, что он любитель просто топтаться по одним и тем же граблям. Грабли, причем он сам себе под ноги кидает, сам же на них наступает. И вот у него вся голова в шишках. Так, мужчина. Мужчина в прошлый раз, я так понимаю, вас обидел. Обидел, кого-то прям и сильно очень обидел, а кого-то разочаровал, да, своим поведением, своим отношением. Ах, девочки, вам его жаль на самом деле. Жаль. Жаль, что он такой, жаль, что он так себя ведет. И вы понимаете, будь он немножечко, повменяемей, наверное, да, поспокойней, порассудительней, поадекватнее, у вас бы все с ним получилось. Но вот он такой, каким является. Он вернулся для того, чтобы еще раз попытаться создать с вами отношения. Я вам еще такую вещь скажу. Это его не последнее возвращение. У кого-то прям 100% отыграется, что в течение следующих 2 лет он еще раз появится на вашем горизонте. Что мне не нравится? Мне не нравится, что он появляется в вашей жизни в самые ответственные моменты. То есть, когда у вас на горизонте идут блестящие перспективы, появляется этот мужчина и своей негативной энергетикой вас путает, сбивает с правильного пути и, как следствие, да,
не подпускает к вам эти перспективы. У вас сейчас время расцвета, у вас время нового этапа в жизни. А он своим появлением тянет вас и топит, ну, понимаете, назад, туда, в болото. Типа, зачем тебе лучше, да, оставайся в худшем со мной. Девчонки, кто был замужем за человеком, кого вы загадали, либо у кого были отношения прям такие семейные, может быть, вы не были в официальном браке, но вы вместе проживали, шли именно по пути гражданского брака. Знаете, зачем он появился? Чтобы отпугнуть вашего будущего мужа. Просто отпугнуть, да, не дать вам сойтись с очень хорошим, порядочным человеком, с тем, с кем вы можете быть очень счастливой и исполнить все свои мечты. Вот для этого появился. Также вижу, что у кого-то из девчонок перспективы карьерные очень богатые идут. Знаете, такие яркие, насыщенные. Знаете, как исполнение вашей мечты именно вот по работе, по финансам, по достижениям. Он пришел, чтобы спутать вам все карты. Он ваше испытание. Он ваша лакмусовая бумажка. То есть в его присутствии, вот когда он появляется в вашем поле, вы начинаете нервничать, вы начинаете постоянно о нем думать. У вас вопросы, у вас переживания, у вас вот какое-то дергание происходит. Да? Он путает вам все карты. Он вас, ну, знаете, как в туман вгоняет своей энергетикой. Так, за что вам это все дано? Знаете, он вам очень завидует на самом деле. Он вам завидует. Он завидует тому, что вы сильная, тому, что вы пробивная, тому, что вы работать умеете, что вы логически мыслите, что вам высшие дают. Вот ему не дают, а вам дают. И он этому очень завидует. Он ведь не просто так появляется в вашей жизни. Вот чтобы вы понимали для себя, он постоянно в курсе ваших событий, он постоянно из-под-тишка за вами следит. Либо есть такие люди в вашем окружении, которые о вас сливают ему информацию. Как только у вас что-то хорошее начинает происходить, там новый поклонник, там на работе вас повышают, сразу же ему докладывают, и он прям мчится в вашу жизнь для того, чтобы все это разрушить. А у вас от него прям какая-то идет зависимость, психоэмоциональная зависимость. Ну, кто-то из девчонок боится этого мужчину, а кто-то прям, ну, до конца не разлюбила, как говорится, да? Заякорил очень сильно. Заякорил. Вообще мне идет так, что вы должны этого мужчину отпустить. Девочки, отпустить, найти в себе силы, отпустить, простить и отпустить. Да, потому что пока вы его не простили, пока вы к нему, то есть испытываете чувства, пусть даже негативные, все равно вы держитесь. Вот вы в склейке идете. Для вас это очередное испытание перед новым витком жизни, мои хорошие. Если вы сейчас ему позволите наследить своей жизни, он вас опять назад отбросит на несколько лет. Если вы будете сильной, если вы его простите, отпустите, то вы пойдете дальше. Вы пойдете дальше. Кто думает, что с этим мужчиной у вас все наладится и будет любовь, морковь, семья и все дела, вы очень сильно ошибаетесь. Он не создан для семьи, он не создан для семейных отношений. В принципе не создан. Он может красиво говорить, он может вам там наобещать с 3 короба, но по факту он ничего не выполнит. Не выполнит. Ну, как носитель зла мне идет. Вы уж простите, извините, но именно идет так. Он погибель несет. Вот, да, его присутствие погибель несет, его появление погибель несет. Он пришел вас погубить. А вы почему-то сопротивляться ему не можете. Вы как таете перед ним. Вот одно его слово и все. Вы как будто бы все забываете, все плохое забываете. Вы как наивная девочка на него смотрите и думаете, не, ну в этот раз же он не может врать, да? На этот раз мы точно будем вместе, у нас все будет хорошо. Девочки, он не создан для семьи. Нет тяги к семье, нет ответственности, нет желания заботиться, оберегать. Этого ничего нет.
Он появился для того, чтобы не дать вам продвинуться вперед, устроить свою личную жизнь, либо карьерно вырасти, да, разбогатеть, зарабатывать больше, добиться того, чего вы достойны. Он как, знаете, такая гиря на вашей ноге, на длинной цепочке. Как только вы достаточно далеко от него отходите, да, он тут же появляется и тянет вниз. Вот что идет. Мне не нравится этот мужчина, мне не нравится энергетика, которую он излучает. Здесь я бы еще вам посоветовала, ну, если есть такая возможность, да, сделать на себя остуду, именно на себя, чтобы избавиться от этой привязки, которая у вас к нему есть. Может быть, обратиться к психологу, да, вот разобраться, почему вы так к нему привязаны, почему вы так на него остро реагируете, почему у вас мозги затуманиваются в его присутствии, почему ему так легко вас, ну, я не знаю, заманить к себе опять в сети, да, заморочить вам голову. Ну, если он носитель негатива, то понятно, да, этот бес внутри него так вас гипнотизирует. Но у него карма разрушителя. Вот он и себя разрушает, и все вокруг разрушает. С таким человеком, ну, не может быть счастливой жизни. Да вообще, в принципе, жизни не может быть. Он не способен на то, чтобы жить как человек. Да? Он только лишь способен творить всякое неподобство. Неподобство. Вот знаете, какая еще информация пришла? Может быть, его мать прокляла? Да? Потому что такое бывает. Когда мама проклинает ребенка, то жизнь, она меняет полярность и прям тартарары летит. Такой человек, он не живет, а мается, мучается и мучает всех вокруг себя. Либо какая-то другая женщина могла его проклясть. Видите, прям аж голова разболелась от этой отсыпки. Ну, он вас, видите, привязал намертво, и вот видите, вы как будто бы на каком-то камне, как распятая лежите. Это его действие, это его энергетика так на вас влияет. У вас там за спиной, смотрите, кораблик и мужчина. Мужчина, который посадил бы вас на этот кораблик, да, и увез в новую жизнь. Ну, у кого-то в прямом смысле слова, да, переезд к мужчине, у кого-то новая семейная жизнь с хорошим, порядочным мужчиной. А кораблик — это ваша именно семья, семейность. Да, он пришел опять все испоганить, он пришел все опять испортить. Не верьте ему, пожалуйста, не верьте, но либо хотя бы проверяйте все то, что он вам говорит. Девочки, ну надо как-то лечиться, надо как-то избавляться от этой привязки. Мне, простите, мне не нравится. То, что я вижу, мне не нравится. Абсолютно мне не нравится. Даже вот в вашем будущем, смотрите, все равно между вами расстояние, все равно получается так, что он уходит в какие-то гульки, развлечения, общения, а вы остаетесь одна, как столб стоите с пустыми руками. Дело, конечно, ваше. Я тут не буду вам навязывать свои советы. Решать и выбирать, конечно, вам. Но мне эта картинка не нравится. Я бы на вашем месте, да, несколько раз бы подумала, прежде чем опять довериться этому мужчине. И если в очередной раз вы пролетите в какой-то возможности, либо в каких-то отношениях, это все будет из-за него, на его совести. Ой, простите, мои хорошие, но такая прям сложная отсыпка пошла. Давайте я вам лучше на оракуле посмотрю, что с этим делать и как вам быть. Может быть, оракулы вам дадут хороший совет. Но песок очень категоричен. Ну вот якорь, заякорил он вас, и заякорил. Вы не можете от него оторваться. Что такое, карты переворачиваются? Энергетика тяжелая, прям голова болит.
Да, видите, как вам время пришло стать счастливой. Время пришло стать счастливой. Но он это чувствует, этот негатив внутри него чувствует. И он прям по-хитрому будет опять влазить в вашу жизнь, чтобы вам все перебить. Все, вот счастье, возможности, все будет перебивать. Вот когда у вас все плохо, его ведь нет, да, он не появляется. И ничего про него не знаете, не слышите. А как только у вас жизнь начинает налаживаться, и он, пожалуйста, тут как тут на пороге. Негативный он человек, негативный. И он ваше испытание по судьбе. Вы должны найти в себе силы, избавиться от этой привязки, стать более сильной и научиться говорить ему «нет». Либо стать безразличной по отношению к нему, да, чтобы он на вас не влиял. Если вы это сделаете, вы найдете свое счастье. Найдете. Здесь 2 карты подтверждают о том, что вам идет брак. Новый счастливый брак. Но если вы этой лисе, да, этому волку в овечьей шкуре позволите опять войти в вашу жизнь, он просто использует вас, потратит ваше время, и вы упустите свой шанс. Ну, считайте, что он ваша карма, да. Нужно это все проработать, девочки. Получится ли у вас это все проработать? Да, получится, всадник идет. Получится. Потребуются действия, потребуются, возможно, какие-то знания, либо советы мудрых людей. Кстати, у кого-то даже отыграется, что тот мужчина, которого я у вас увидела, да, новый мужчина, он тоже вам будет помогать. И у вас получится. Главное, чтобы у вас было желание. Понимая проблему, да, у вас есть возможность с ней справиться. Мои хорошие, не дайте себя в очередной раз обмануть, обвести вокруг пальца, в очередной раз испортить себе жизнь. У вас просто фантастические перспективы на горизонте. Не обращайте вы внимания на этого возвращенца. Постарайтесь отпустить, забыть и быть равнодушной. Поверьте, он только все портит. Да, либо он приходит для того, чтобы все вам испортить. Берегите, пожалуйста, себя. И пусть Боженька даст вам счастье. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.